Еще напоминаю, город где-то на половину состоял из колхозников. То есть они работали в колхозах. Но все остальные жители тоже пытались как-то прокормить. Я вам говорил, что как бы еда как-то собиралась. Вот. И иждивенческие карточки, и столовой что-то получали. Но жители начали все территории, которые были, использовать под посадку картошки. Парк Кировский, все клумбы были в картошке. Там было все засажено. Каждый год люди практически парк засаживали картошкой. Это было такое картофельное поле Сыктывкара. Вторая здесь очень интересная вещь заключалась в следующем. Вот здесь, на месте вот этого дома, располагался Дом пионеров. Вот. Сыктывкара. И именно сюда, во двор Дома пионеров, были переданы звери из Ленинградского зоопарка. Самое удивительное, что мы нашли в документах, слон здесь находился. Вот здесь вот находился практически весь зоопарк. И слон даже здесь стоял, эвакуированный. Ну и безусловно, что здесь надо рассказывать о и самом начале, потому что именно сюда подходил, здесь вот был спуск на пристань. Здесь находилась пристань, и здесь сюда именно сошли и 23 июня первое буксир, вот этот первый пароход Бородино повез первых ребят на фронт. И именно сюда 29 июля пришел первый пароход с вернувшимися с фронта 45-го года. Именно сюда. Стало известно, что пароход подходит. Что они точно придут сюда. Что сюда вот точно ребята, которые возвращаются. Но тут надо сразу понимать, что это были за люди. Первыми по приказу с фронтов отпустили самых возрастных солдат. Вот они с Котласа были посажены на пароход, и пароход плыл и останавливался по деревням, выпуская тех, кто как раз из этих деревень. И похоже, что в Зеленце уже было известно, и сюда кто-то доехал и сказал: ребята приедут. И сюда стала стекаться огромная толпа. Здесь построили трибуну, написали огромными буквами очень интересную фразу: «Победа будет за нами». «Победа будет за нами» было написано. Здесь была трибуна, здесь огромная толпа. Сыктывкарцы со всего города собрались. И пароход появился. Появился дымок. Пароход появился, и первое впечатление у некоторых воспоминаний, говорит: смотрим, зеленый пароход, они же все в зеленой форме. И вот зеленый пароход, говорит, он весь как будто весь зелени какой-то весь в этих листочках. Что же это такое? И мы понимаем, что это солдаты стоят на этих самых и машут друг. Они уже видят кого-то из родственников, кого-то из знакомых. Пароход подходит сюда. Здесь пытались как-то ограды, чтобы людей, но людям пофиг, люди снесли здесь все, и милиции все, и кинулись к этому дебаркадеру тянуться к своим. Они вышли сюда, здесь, значит, произошел митинг, здесь речи произносили, благодарили там Сталина, все это, ну, это все записано, это все законспектировано в газетах, это описано хорошо. Вот, поэтому это место становится таким определенным местом возвращения. Напоминаю, что всего-то в город вернулось 2100 человек. Всего 2100 человек. Второй пароход пришел в августе, 24 августа. Вот, заметьте, 29 июля первый пароход, 24 августа следующий пароход, который привез тоже фронтовиков. То есть в город вернулось очень немного. И это место стало таким очень важным, поэтому здесь был поставлен камень. Значит, о том, что здесь может появиться памятник. Сейчас вот мне сказали, в администрации города можно проголосовать, там бросить, да, что-то? За мне сейчас подсказал. Да, жетончик бросить можно за какой-то из памятников. Да, я вот там, я разглядывал в интернете, они тоже эти есть фотографии, я посмотрел мне один памятник очень понравился, но, правда, он исторически не соответствует, потому что там видно, что идут солдаты прямо в пилотках уже с оружием, а наши солдаты ведь шли не в пилотках и не с оружием. Они шли в гражданской одежде, потому что их потом в Вологде только переоденут и дадут оружие. А так они шли в гражданской одежде. Даже, по-моему, какая-то фотография сохранилась, да? Есть фотография, как они спускаются здесь, идут к пароходу. Вот. Да, вот. И они просто в кепках, они просто вот... ну, тем не менее, 4 года войны прошло. И Михаил Борисович Рогачев, когда проводил такую экскурсию, закончил тем, что он рассказал, что... Война, наверное, закончилась для сыктывкарцев тогда, когда
отменили карточки. Когда сказали, что можно покупать еду неограниченно. И мы, говорит, наконец почувствовали, что война, по-моему, это был отмен 47-й год, да, в 47-м году. Одновременно денежная реформа была. Да, да. И цены все возросли в 20-30 раз. Да, но, я говорю, там выдали деньги за отпуска, я говорю, 73 миллиарда. В 47-м году, вот, и это, говорит, тогда действительно мы поняли, что война закончилась. Действительно, война закончилась.